Конфликты на границе Кыргызстана и Таджикистана не будут урегулированы без участия Казахстана и России. Такое мнение выразил кыргызский политолог Мурат Бейшенов. Он считает, что соседние страны должны поспособствовать проведению переговоров на высшем уровне между двумя республиками. Жители приграничья Киргизии митингуют. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему они обвиняют Таджикистан в экспансии. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Кыргызстан свои версии выдвигает, а Таджикистан свои, там согласия не будет. В столице Киргизии, возле Дома правительства, сегодня, 15 февраля, прошел митинг жителей приграничных сел, требующих от главы государства остановить захват киргизских земель Таджикистаном. Участники акции протеста обратились к президенту Садыру Жапарову с требованием обратить внимание на экспансионную политику таджикских властей, которые поощряют введение таджикистанцами незаконных строительных работ на принадлежащих Киргизии приграничных территориях Баткенской области. Вы сами знаете, что эта проблема существует уже очень давно. Местная власть, правоохранительные органы сейчас работают в усиленном режиме. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. От президента нет никакой реакции. Мы требуем, чтобы он, как главнокомандующий, занимался решением этой проблемы, а не политическими интригами, подчеркнули протестующие. Представители Белого дома предложили митингующим переговорить с руководителем аппарата президента Суенбеком Касманбетовым, но те отказались, потребовал, чтобы глава государства лично вышел к ним на переговоры. Но этого, к сожалению, не произошло. Политическая воля ни стороны президента Таджикистана, ни стороны президента Кыргызстана. Все спускается на уровне сначала министров, потом губернаторов, где-нибудь на уровне там милиционера, постового решается вопрос. Митингующие пообещали, что они еще не раз вернутся к Белому дому, потому что так жить нельзя дальше. Столкновения между жителями населенных пунктов происходили и ранее. Политологи насчитывают уже более 60 вооруженных конфликтов. Как вы относитесь ко всей этой ситуации с приграничьем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, что без посредников, как Россия, Казахстан, может быть, даже не один посредник, а этот вопрос нерешаемый вопрос. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!